Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении директору Республиканского реабилитационного центра Министерства здравоохранения Валерию Авицба почетного звания «Заслуженный врач Республики Абхазия», как отмечается в указе, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. В преддверии туристического сезона в акватории Сухумской бухты пограничным управлением ФСБ России в Абхазии совместно с представителями Государственной инспекции по маломерным судам Министерства чрезвычайных ситуаций Республики проведен очередной рейд по проверке режимов, установленных в морских пространствах Республики Абхазия. Подробности рейда в репортаже Ренаты Шакая. Утром из столичного порта в Сухумскую бухту выдвинулся катер береговой охраны с целью осмотра акватории, проверки соблюдения владельцами маломерных судов правил выхода и нахождения в море. Подобные мероприятия проводятся регулярно. Помимо обеспечения безопасности морского судоходства и контроля над соблюдением пограничного законодательства Республики Абхазия, одной из основных совместных задач является обеспечение безопасности граждан республики и лиц, прибывших в Абхазию с туристическими целями во время их нахождения на воде. В этот раз проверялись маломерные суда. В ходе проведения рейда с владельцами маломерных судов в очередной раз проведены разъяснительные беседы о необходимости соблюдения мер безопасности на воде, а также порядка и правил учета содержания маломерных судов и выхода в море. В соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Абхазия каждый владелец должен иметь при себе документ, удостоверяющий право владения судном, копию паспорта, навигационное оборудование, а также разрешение на выход в море. Стандартные нарушения – это отсутствие жилета, не в надлежащем виде находятся плавсредства. В основном это и практически каждый раз одно и то же мы это им объясняем, пытаемся как-то довести до людей, что это в их же интересах. К сожалению, это недостаточно пока эффективно работает. Около 2 часов продлились рейдовые мероприятия в акватории Сухумской бухты. Нарушения, выявленные в ходе совместного рейда, незначительны. Работа ведется в соответствии с законом о государственной границе Республики Абхазия и Российско-Абхазским соглашением о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия. Рената Шакая, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Делегация ГТК Абхазии и представители ФТС России на встрече в Сочи обсудили экспорт сельхозпродукции из Абхазии и подготовку к курортному сезону, сообщила Федеральная таможенная служба России. В этом году, по данным Российского таможенного ведомства, наблюдается значительный рост в 3,5 раза поставок овощей из Абхазии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме традиционных томатов, ввозятся в Россию огурцы, кабачки, морковь, пекинская капуста и клубника. Заместитель председателя ГТК Республики Абхазия Ушан Гиквициня подчеркнул, что номенклатура абхазской продукции постепенно расширяется, а внешнеторговый оборот растет, что позитивно влияет на торгово-экономические отношения Абхазии и России. В связи с ежегодным увеличением нагрузки на таможенный пост Адлер в летний сезон участники встречи обсудили меры по ускорению прохождения таможенного контроля. В соответствии с решением Государственной комиссии по подготовке мероприятий по празднованию десятилетия Дня международного признания независимости Абхазии и 25-летия Дня Победы и независимости Республики, распоряжением премьер-министра Геннадия Гагуля 24 мая объявлен Республиканским днем чистоты. Глава правительства обратился к трудовым коллективам организаций и учреждений, учащимся общеобразовательных заведений, жителям многоквартирных домов и частных домовладений, ко всем, кто искренне любит свою родину, с просьбой принять участие в Республиканском дне чистоты. Мероприятие пройдет по всей стране. Согласно утвержденному главой администрации Сухума Адгуром Харазия плану работ по благоустройству города, все столичные службы выйдут на уборку в день чистоты. Городская администрация обращается к жителям принять участие в уборке прилегающих к их домам территории, а коммунальные службы готовы убрать собранный жителями мусор. Уборочные машины выедут по звонку в любой район Сухума.
Торгово-промышленная палата Республики Абхазия и Союз журналистов Республики подписали соглашение о проведении совместного творческого конкурса на лучшие журналистские работы на тему предпринимательства, опубликованные в СМИ в 2018 году. Главная задача конкурса – привлечь внимание представителей средств массовой информации к тематике предпринимательства и инвестиционному климату в стране, к успехам представителей бизнеса, а также выявлению интересных актуальных журналистских работ по этой теме. Завершились съемки нового музыкального проекта «Асаркял». Проект является совместным трудом музыкантов «Ама Рекордс» и компании «Аквафон». Съемки проходили в Афоне на Накопийской горе. Репортаж Алики Трапш. «Асаркял» – это совместный проект музыкантов «Ама Рекордс» и компании «Аквафон». Основная идея проекта – абхазская народная музыка в современной обработке. «Асаркял» стартовал в 2016 году. Тогда музыканты «Ама Рекордс» начали работу над записью 12 народных композиций в слиянии с различными современными музыкальными жанрами. А уже в 2018 году приступили к съемкам телевизионной версии проекта. Народные песни, безусловно, выбирать нелегко, потому что их много, разнообразие большое, но мы как-то полагались на свое ощущение. У нас прежде всего популяризация народной музыки среди молодежи, и потому надеемся, что эти композиции понравятся молодежи. Как-то вот мы постарались выбрать там 10-12 композиций из этого большинства. И хочется, чтобы музыка эта не терялась. Может быть в таком виде, может быть это эксперимент, но хотя бы в таком виде познакомиться кто-то сможет с этой музыкой, а дальше уже там перейдет, поищет оригинал, в интернете сейчас все есть, и как-то вот музыка получит какое-то развитие. Абхазская народная музыка обладает специфическим звучанием, гармонией, многоголосием и разнообразием инструментов. Аранжировки песен записывались с использованием различных абхазских народных инструментов и хорового пения в миксе с современными инструментами. С точки зрения работы, студийной записи тоже было очень интересно, потому что это народные инструменты, это музыканты, народники, которые у них есть свое видение, своя музыка, своя техника исполнения. И вот в этом плане нам было очень интересно с ними поработать. Взяли какие-то песни народные, потом взяли народные мотивы какие-то. Где-то играет абхарца, народный инструмент, где-то джарпын. Мы попытались как бы более широко, охватить широко. Ну и как бы эстрадную часть мы туда включили. Это вот то, что уже как бы мы умеем. К съемкам телевизионной версии проекта «Асаркял» были привлечены более 80 человек. Хибламук, Бакесол, Хакба, Батал Джапуа, Джин Чурей и другие, а также ансамбли Кавказа, Накопия, Ахештра. Нас пригласили на этот проект, мы обрадовались этому и, конечно же, приняли участие. Мы поем в этом проекте Ахачараша, Ажейпшараша и Амшануараша. Для нашего коллектива участие очень значимое, так как народная музыка, народные песни будут звучать по-иному, более в современном, чтобы как-то донести до молодежи нашу культуру. На сегодняшний день творчество студии «Ама Рекордс» занимает особое место в абхазской музыкальной культуре. И для компании «Аквафон» поддержка талантливых музыкантов означает вносить вклад в развитие современной национальной культуры. Самое важное, что сегодня все у нас в национальной одежде, то есть это все-таки такой фильм с национальным оттенком, ведь и сам проект тоже он национальный, мы надеемся, что он останется именно в абхазской культуре, то есть как наследие. В телевизионную версию музыкального проекта «Асаркял» войдут 6 композиций, а остальные будут записаны на диске. Презентация проекта состоится в сентябре текущего года. Алика Трапш, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. 23 мая – праздничный нерабочий день. Православная Абхазия отмечает День святого апостола Симона Канонита. Этот день имеет большое значение не только для православной Абхазии, но также значим и для всего христианского мира. Симон Канонит, один из 12 апостолов Иисуса Христа, проповедовал в Абхазии. Здесь покоятся его мощи. Примерно в 55 году нашей эры святой апостол Симон поселился в пещере в окрестностях современного Нового Афона. В ущелье реки
реки Псырцха апостол принял мученическую смерть. По преданию, еще в I веке рядом с пещерой апостола Симона забил целебный источник, который существует до сих пор. В честь святого на месте его захоронения в Новом Афоне в IX-X веках был воздвигнут храм. Этот престольный праздник Новоафонского монастыря – один из главных праздников Абхазской церкви. Торжественное богослужение в память о Симоне Каноните состоится в Новом Афоне в храме святого апостола у водопада. Завтра в 9 часов утра божественная литургия, в 8 будет водосвятный молебен в храме Канонита Симона. Приглашаем вас всех, православных христиан. И кто собирается стать православным христианом, также пускай придут, послушают и обратятся к Богу с молитвой, к Нему. А Господь услышит и обязательно будет даровано то, что мы просим и обращаемся к Нему. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 15-20, днем 24-29 градусов. Температура морской воды 19 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.